Каякинг – один из видов экстремального водного туризма, который появился относительно недавно в России. Кроме секции гребного слалома, существует несколько школ экстремального сплава, а также фристайла на бурной воде. Весной этого года в столице Южной Якутии распахнула свои двери единственная пока в республике школа каякинга. Чем заняты нерюнгринские каякеры зимой, узнал наш корреспондент Сергей Козюра. Водный туризм у нерюнгринцев на особом счету и является излюбленной формой активного отдыха. Этому способствует месторасположение города, природа и наличие горных рек, пригодных для сплава. Некоторые в погоне за острыми ощущениями пошли еще дальше и пересели на каяк. Но прежде чем выходить на открытую воду, необходимо знать как минимум базовые упражнения. И для этого этой весной в Нерюнгри была открыта школа каякинга. У нас есть инструктора, те люди, которые умеют это все, покажут, расскажут. Особенно мы молодежь хотели бы привлечь студентов колледжа, института, потому что это захватывающий и экстремальный вид спорта, где есть, чтобы сердце защемилось. 3 дня в неделю в бассейне спорткомплекса «Шахтер» проходят занятия по каякингу, посетить который может любой желающий. Базовые упражнения для каякера – эскимосский переворот, правильная работа веслом и не только. Недостаточно того, чтобы просто делать эскимосский переворот. Нужно еще тренировать вестибулярный аппарат. Одно из упражнений вот такое. Нужно делать кувырки под водой. Много раз видел в интернете это занятие. Интересно стало. Думал, походить несколько раз, получится, понравится. Потом начали друзья спрашивать, не хочешь ли ты пойти. Ну, я и собирался. Ну, в общем, решил пойти. Отходил уже 6 занятий. Говорят, перспективы есть. Тренера отличные, объясняют доходчиво. Мне очень нравится. Нерюнгринской школе каякинга нет даже года, но перспективы и стимул у ее участников есть. Южноякутские каякеры уже получили приглашение на престижные дальневосточные соревнования по водному туризму «Кемма-ралли», которые пройдут 8-9 мая в Хабаровском крае. Сергей Козюра, Нерюнгри.